Приветствую зрителей нашего телеканала. Я Влад Давыдов и корреспонденты Якутии-24. Подведем итоги дня. Смотрите сегодня. Федеральный визит. Министр спорта России работал в Якутии. Выделим самое важное. От идеи до бизнеса якутские разработчики упростили сервис доставки с помощью мобильного приложения. Как это работает? Дальневосточная ярмарка. В Москве открыли одно из самых ярких уличных развлекательных мероприятий, что представили там якутские производители. В памяти Иннокентия Макарова в Якутске стартовал республиканский турнир по кикбоксингу среди юношей и юниоров. В бассейны без справки. Речь идет о спортивном комплексе «Алроса» в Мирном. Что думают по этому поводу посетители и медики? Министерство спорта России и Якутия достигли соглашения о сотрудничестве. Документ подписали сегодня глава республики Айсен Николаев и министр спорта страны Павел Колобков. Регион является, по сути дела, организатором таких соревнований, как «Дети Азии», которые получили действительно большое развитие и известность уже в мире и в России. Поэтому в этом году мы провели первые зимние «Дети Азии». Поэтому сейчас мы обсудили с главой вопросы, связанные с проведением в будущем «Детей Азии». Я считаю, что действительно это проект, которым мы можем все вместе гордиться. Если говорить по выполнению всех показателей нашей государственной программы развития физической культуры и спорта, то я хочу отметить положительную динамику. По всем основным показателям республика их выполняет. Более того, является участником нашего федерального проекта «Спорт. Нормы жизни». Сейчас мы подписываем уже второй год подряд соглашение о реализации нашего проекта. В ходе визита в Якутию министр спорта России вместе с Айсеном Николаевым посетили Чурапчинский район. Там они приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном 20-летию Госинститута физкультуры и спорта. Кроме этого, встретились с руководителями организаций высшего образования подведомственных Минспорту. Делегаты также посетили Чурапчинскую республиканскую спортивную школу-интернат Олимпийского резерва имени Коркина. Там они встретились с преподавателями и учениками. После этого Павел Колобков вручил нагрудные знаки и благодарственные письма Минспорта России лучшим работникам Чурапчинского института. Ну а в столице республики министр спорта осмотрел ряд объектов. Это футбольный манеж «Дахсун», спортивный комплекс «Мадун», также Центр спортивной подготовки «Триумф». Глава федерального министерства остался доволен спортивными объектами в Якутии, которые он осмотрел. Отметил при этом, что регион имеет большой потенциал для дальнейшего развития в области физкультуры и спорта. Сегодня мы здесь по городу Якутску посмотрели достаточно большие наши спортивные объекты. Вместе с тем мы понимаем, что городу все равно не хватает спортивных объектов, в том числе для людей с ограниченными возможностями. В последние годы у нас есть очень хорошие результаты в стрелковом спорте, и мы, конечно, надеемся, что все-таки сможем здесь тоже создать центр, который позволит нашим стрелкам уже выходить и на российский, и на мировой уровне. И, конечно, во всех этих вопросах мы надеемся на поддержку со стороны нашего федерального министерства по спорту. Уверен, что такая поддержка будет. В свою очередь, Павел Колобков добавил, что сейчас стоит задача развития массовых видов спорта и отметил высокую популярность в регионе национальных видов спорта, которые уже выходят за рамки республики и становятся общеизвестными. К другим новостям. В столице Алмазного края продолжается реализация программы по переселению из ветхого и аварийного жилья. Что сделано и что предстоит, узнала наш корреспондент в Мирном Марфирина Алексеева.
Всего в Мирном 248 многоквартирных домов в деревянном исполнении. Из них 93 дома признаны аварийными. 15 домов вошли в региональную адресную программу. 19 по трехстороннему соглашению между компанией «Алроса», правительством и муниципальными образованиями Мирнинского района. Для 5 домов из этих 19 сейчас уже ведется строительство нового 71-квартирного жилого дома. Уже возведено 3 этажа, возводится крыша, внутренние перегородки. Выполнено полностью остекление, ну и так далее по проекту. Дом мы планируем ввести в эксплуатацию в 3-м квартале 2020 года. И переселим еще 5 домов. Под оставшиеся остальные 14 домов сейчас ведется работа по проектированию еще 3 10-этажных многоквартирных жилых каменных дома, которые будут установлены, построены в 5-м квартале нашего города. Что касается региональной адресной программы, в текущем году произведен физический снос 6 аварийных домов. На вторичном рынке приобретено 58 квартир. На данный момент ведется переселение 13-квартирного дома по улице Аюнского, 24. Заключено 11 муниципальных контрактов. 5 семей на днях получили долгожданные ключи. Мы жили на 2-м этаже, у нас постоянно протекала крыша. Вот это нас очень сильно беспокоило. Входная дверь постоянно, из-за того, что дом деформировался, да, постоянно то плотно закрывалась, то как бы вообще не закрывалась. Ну и вот наконец настал этот момент, когда нам на прошлой неделе сообщили хорошую новость, что нам дадут за место этой квартиры новую квартиру. Условия, конечно, хорошие, и квартира просторная. Все хорошо, мы рады. До конца года администрация города должна успеть приобрести еще 2 квартиры для жильцов дома по Аюнского. Таким образом, спланирована и предопределена судьба 34 аварийных домов. Оставшиеся 59 пока еще не попали ни в одну региональную программу. Но мы работаем, мы надеемся, что следующие программы, которые будут работать у нас в стране, в нашей республике с 2025 и в последующие годы, у нас возникнет возможность включить туда и эти 59 домов. А тем временем горожане ждут и надеются, что и им удастся покинуть свои многострадальные дома. Марфелина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. Ну а в Ленске представители управляющих компаний жалуются на многомиллионные долги жильцов. По их словам, оказывать качественные услуги по содержанию дома из-за этого становится уже невозможно. Денег не хватает на ремонт подъездов, систем отопления, освещения. Роман Токмаков разбирался в этой проблеме. Работу управляющих компаний часто критикуют. Львиная доля обвинений поступает от жителей. Жалуются на ненадлежащее содержание домов, на отсутствие регулярных ремонтов. И вот парадокс. Недовольны качеством оказываемых услуг больше всего недобросовестные жильцы и злостные неплательщики. В Ленске только одной управляющей компании «Градсервис» граждане задолжали 59 миллионов рублей. Несвоевременная оплата или вообще не оплата услуг, оказанных управляющей компанией, влечет, если мягко сказать, к некачественному исполнению тех работ, которые мы должны делать. Потому что мы, в свою очередь, не можем закупить необходимые материалы и, грубо говоря, латаем дыры вместо того, чтобы заменить на что-то новое. Долги населения за коммунальные услуги не единственная проблема управляющих компаний. Тяжелым бременем на их бюджет ложится ремонт помещений и оборудование после случаев вандализма. Остекление очень часто их выбивают, стекла разбивают. Технические помещения, подвальные помещения, то есть оно закрывается на замки. Не знаю, для чего это делается, срываются замки. Не могут сорвать замок, выбивают дверь. Захламляют подвальные помещения, то есть те же жильцы сами, идет человек на работу, пакет мусора, видимо, тяжело до мусорки донести, кинул в подвальное помещение, управляющая компания потом убирает за них. Иначе нельзя. Работники управляющей компании обязаны отреагировать на все поступившие заявки, чего бы они ни касались. Они несут за это ответственность, равно как жильцы должны нести ответственность за имущество своего дома, придомовой территории и своевременную оплату коммунальных услуг. Роман Токмаков, Анатолий Гуськов, телеканал «Алмазный край». Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Нерюнгре прекращает срок действия ранее заключенных договоров. Существенных изменений в документе на 2020 год не будет. В данное время ожидается установление тарифов от Госкомцен. Также внесут изменения в условия по ответственности сторон.
Напомним, договор заключается в рамках федерального закона об отходах производства и потребления. Вся необходимая информация находится на официальном сайте муниципального унитарного предприятия «Переработчик». Для того, чтобы заключить договор, необходимо подать заявку, к заявке приложить учредительные документы и позвонить можно по телефону 310 90 непосредственно в договорной отдел специалисту, либо и, пожалуйста, прийти в офис МУП «Переработчик», расположенный проспект Геологов 49, первый подъезд с обратной стороны. В Москве открыли дальневосточную ярмарку. Это одно из самых ярких уличных развлекательных мероприятий зимней поры последних лет. В этом году ярмарка проводится на Новом Арбате. На всем протяжении главной туристической улицы Москвы ожидается до 70 тысяч посетителей. Свою продукцию там представили и наши якутские производители, рассказывает наш корреспондент в Москве Максим Кардозу. Попробовать Дальний Восток на вкус. Такая уникальная возможность появилась у жителей и гостей Москвы. Ведь традиционная дальневосточная ярмарка – это настоящий гастрономический праздник. Морепродукты, оленина, жеребятина, пельмени с красной икрой – самый отдаленный и большой федеральный округ страны предстал во всем своем многообразии. Продукция, которая сама по себе свежая, чистая и правильная, она, собственно говоря, и представлена сегодня на ярмарке. Это и мед из Амурской еврейской области, это рыба из Хабаровского края, Камчатки, Сахалина, Магадана, икра из тех же регионов. Это чаи, которые начинают люди делать. Вся эта продукция, она просто совершенно чистая, и ее можно употреблять и быть уверенным, что здоровье будет только лучше. Но не хлебом единым, как говорится. Для того, чтобы все пришедшие на ярмарку еще больше погрузились в атмосферу Дальнего Востока. Сюда, в центр Москвы, привезли арт-объекты, такие символы самого большого федерального округа в нашей стране. Там мы видели кедровую шишку, здесь можно увидеть также и Владивостокский маяк. Ну а это гигантский лосось. Ну и это не все, друзья. На протяжении всего Нового Арбата организаторы посадили такие хвойные растения. Это кусочек тайги. Все 11 регионов Дальнего Востока привезли в Москву свою продукцию. Широко здесь представлена и Якутия. В павильонах можно попробовать северную рыбу, колбасы, сахачай, а также увидеть уникальные изделия из мамонтовой кости. Композиция называется «Пурга в Тиксе». У нас очень там холодно, всегда бывают пурги, ветер сильнее, поэтому под землей сделал мамонта, а школьники идут против пурги только вперед. Из бивня сделано белый медведь. Это хозяин Арктики. Якутии нашей многое лето. В рамках ярмарки проходят и ежедневные представления танцевальных и вокальных коллективов. Проводятся мастер-классы. Сама ярмарка продлится до 8 декабря. Правда, если вы не успеете посетить павильоны на Новом Арбате, то можете отправиться на выставку Дней Дальнего Востока, которая откроется уже 12 декабря в Московском экспоцентре. Максим Кардозу, Виктор Ольцев, Москва. Продолжим после короткой паузы. Смотрите далее через минуту в программе «Итоги дня». От идеи до бизнеса якутские разработчики упростили сервис доставки с помощью мобильного приложения. Как он работает? В памяти Иннокентия Макарова в Якутске стартовал республиканский турнир по кикбоксингу среди юношей. В бассейны без справки. Речь идет о спортивном комплексе «Алроса» в Мирном. Что об этом думают посетители и медики? Это и многое другое через паузу. Это телеканал «Якутия-24» в прямом эфире, программа «Итоги дня». Жатайский завод вошел в проект «Эффективные регионы». Якутия стала 25-м субъектом России, который присоединился к этому проекту. Ведется ознакомительная работа с предприятиями, где планируется создать рабочие группы по повышению эффективности производства. После этого начнется вступление проекта в активную фазу. Он будет реализован в течение полугода. В Якутии старт этому проекту дан на Жатайской базе технической эксплуатации флота. Специалисты госкорпорации «Росатом» и руководители структурных подразделений базы провели совместные совещания. Также посетили производственные цеха. По итогам первых дней визита начали работу по оптимизации процессов ремонта судов.
Якутские разработчики упростили сервис доставки с помощью мобильного приложения. Они создали агрегатор для курьеров, который облегчает работу администраторов заведений по доставке продукции в черте города. Приложением могут бесплатно воспользоваться представители малого и среднего бизнеса. Сюжет нашего корреспондента Саргаланы Федоровой. Быстрая и эффективная доставка любой продукции, будь то еда, электроника или мебель. Это возможно с помощью нового приложения. Потребитель заказывает доставку, менеджер фирмы принимает этот заказ, затем в один клик вызывает курьера через приложение. Все очень просто, говорит молодой разработчик Сергей Петров. Помимо этого, сервис освобождает предприятия от лишних затрат на содержание штатных курьеров. Проект тестово запустился в апреле этого года. У нас уже 68 партнеров заведений и 36 курьеров. Мы стараемся прийти к тому, чтобы подключить как можно больше водителей, как можно больше заведений, предприятий, различных бизнесов в Якутске, и чтобы все это работало автоматизированно. Компания создает новые рабочие места, набирает курьеров, они проходят отбор, затем и обучение. На днях проект завершил подготовку в акселерационной программе Фонда развития инноваций республики. Там разработчики получили поддержку и довели качество выполнения заказов до 98%. Вместе с ними с акселератора выпустились еще 7 стартапов. В нашей республике много молодых, талантливых ребят, у которых много разных идей. Этих ребят мы отбираем в свой акселератор, в свою акселерационную программу, для того, чтобы они могли развить свой проект. При этом развитие является очень интенсивным. То, что они могли сделать за год, они проходят за 3 месяца. В акселераторе стартапы проходят путь от идеи до бизнеса. Получают инвестиции до 2 миллионов рублей, образовательную, инфраструктурную поддержку, опыт. Таким образом, стоящие идеи быстро притворяются в полезный обществу бизнес. Разработчики агрегатора для курьеров сейчас уже готовы стартовать со своим проектом в Южно-Сахалинске. Затем планируют покорить просторы Запада и стран СНГ. Саргалана Федорова, Григорий Николаев, Якутск. Минздрав призвал разработать отдельную программу поддержки для каждого ветерана Великой Отечественной войны. Со слов главы ведомства Вероники Скворцовой, проект будет включать в себя в том числе поддержку здоровья и социальную поддержку. Министр России отметила, что сейчас самому молодому ветерану 93 года. Дополнительные меры поддержки могут предоставить женщинам за рождение 4-го ребенка. Сейчас правом на материнский капитал могут воспользоваться 3 категории россиян. Это женщины, родившие 2-го ребенка, 3-го и последующего малыша, а также мужчины, которые являются усыновителями 2-го и последующих детей. Инициативой предлагается дополнить перечень категорий женщинами, родившими 4-го ребенка, вне зависимости от того, воспользовались они правом на получение материнского капитала ранее или нет. Законопроект будет рассмотрен Комитетом Госдумы по вопросам семьи. Российские студенты смогут пройти практику в департаментах Министерства науки и высшего образования. Всего планируют открыть 80 мест. Опыт прошлого года показал, что среди востребованных мест практики правовые подразделения, а также отделения, связанные с организационным обеспечением деятельности министерства. Практику начнут проходить в январе-феврале следующего года. Об этом уточняют в Минобрнауки страны. Ежегодно 5 декабря отмечается Международный день добровольцев. Каково их значение на сегодняшний день? Из Нерюнгри передает наш корреспондент Екатерина Павлова. В нашей стране около 7 миллионов человек вовлечены в волонтерское движение. Это неравнодушные люди, которые выполняют работу по зову сердца, порой ничуть не хуже профессиональных спасателей. Волонтеры Нерюнгринского района, прошедшие первоначальный курс обучения по программе Россоюз Спаса «Волонтер первой помощи», сегодня получили свои удостоверения. Они сдали серьезные экзамены, больше похожи на испытания. Волонтеры, они обязаны уметь, особенно поисковики, обязаны уметь в первую очередь оказывать первую помощь себе и, соответственно,
потерявшемуся человеку и пострадавшему. С ЮТК мы будем совместно двигать волонтерское движение именно в профиль поисковиков. На 93 тысячи квадратных километров и более 50 тысяч жителей Нерюнгринского района приходится всего 5 профессиональных спасателей. Поэтому волонтеры – реальное подспорье в их работе. Большая работа проводится по профилактике среди детей и подростков. Нерюнгринцы и сами изъявляют желание стать причастными к тяжелой службе спасателей. И каждый год происходит пополнение класса волонтеров. Я участвовал еще со школы. То есть мы навещали ветеранов, убирались на улицах, вот это все. Иногда бывало то, что мы выезжали в лес, тоже искали людей. Хочется помогать, оказывать первую помощь даже в ситуациях каких-либо. Для людей хочется чего-то делать доброе. В Нерюнгринском районе полгода как начала свою работу школа безопасности. И уже прошли первые соревнования, где более 20 подростков в течение недели сдавали нормативы ГТО, демонстрировали свои навыки и умения ориентироваться на местности, оказывать первую помощь, работать с пожарно-спасательным оборудованием. Спасатель, волонтер – это жизнь в режиме ожидания и моментального реагирования. Она держит в боевой готовности каждого вставшего на этот путь, полна преодолений и в первую очередь преодолений себя. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. В бассейны Мирного справку можно не приносить. Речь идет о спортивном комплексе «Алроса». Пока это нововведение касается только взрослых. Что думают по этому поводу посетители этого спорткомплекса и медики, рассказывает Иванна Филиппова. Посещать учреждение можно без медицинских справок. Такие требования Санпина утвердили в России еще в 2003 году. Распространяются они на все бассейны, в том числе «Олимп» и «Кристалл» в Мирном. Посетителям не нужно каждые 3 месяца сдавать анализы и проходить обследование у врача. Мало того, требование таких справок у взрослых может повлечь претензии со стороны Роспотребнадзора к учреждению. Действительно, надо было там до какого-то времени пользовался этим пропуском, да, потом приносил новый. Чтобы пропуск продлить, надо было еще справку брать. Было такое, я помню, да. Справку брали, а сейчас, я не знаю, сказали, что не надо справку теперь. У медиков Центральной районной больницы свое мнение на этот счет. По их словам, через воду можно заразиться различными инфекционными и грибковыми заболеваниями. Именно водой через бассейн можно заразиться, то есть инфекционными заболеваниями. Это гепатит А, дизентерия, сальмонеллезы, грибковые заболевания, туберкулез кожи, и кишечные инфекции. По правилам Санпина для посещения бассейна справки не требуются. Это подтвердили и в Роспотребнадзоре. Если у нас ситуация благоприятная, она у нас в районе благоприятная, никаких справок не требуется. Что нельзя сказать о детском населении? Что говорит санитарные правила, а мы должны соблюдать санитарные правила, в них о медицинских справках сказано только в случае ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации. Под ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки подразумевают вспышки таких заболеваний, как сальмонеллез, гепатит А, энтеробиоз и другие. В нашем районе пока обстановка у нас хорошая. Родители, чьи дети занимаются плаванием, настороженно относятся к требованиям Санпин. Ведь зачастую дети занимаются вместе с взрослыми в одном бассейне. Не совсем правильно, потому что у каждого человека могут быть какие-то заболевания, которым он может не знать. В бассейн ходят дети, маленькие, взрослые. У каждого разные перенесенные болезни. И мне, как родителю, хотелось бы знать, что ребенок ничего не принесет домой, грубо говоря. Состояние воды в бассейне под постоянным контролем, говорят работники комплекса. По их словам, обеззараживание воды в ваннах позволяет не только избавиться от вредоносных бактерий и предотвратить появление плесени, но и способствует улучшению качества воды. Для того, чтобы обеспечить чистую воду, у нас установлены на большой ванне 4 фильтра, фильтрующие установки, которые производят первую частичную очистку с дальнейшей подачей химреагентов при поступлении на ванну бассейна. Также у нас используется ультрафиолетовая очистка, которая также обеззараживает воду. Также вода в бассейне ежемесячно проверяется в лабораториях санэпидстанции.
Проверяется вода с 10-сантиметровой и 30-сантиметровой глубины на паразитологию, на хлор содержание. А также помимо этого каждые 4 часа ежедневно лаборатория берет свои анализы. Это наши лаборанты внизу на первом этаже. Проверяется постоянно вода. Поэтому здесь можно пользоваться нашими услугами и посещением бассейна смело. Тех, кто занимается плаванием, медики все же просят следить в первую очередь за собственной гигиеной, соблюдать правила посещения бассейна и рекомендуют ежегодно проходить профилактическое обследование. Ивана Филиппова, Антон Каханский, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». Республиканский турнир по кикбоксингу среди юношей и юниоров стартовал в столичном Триумфе. Соревнования посвящены памяти трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу Иннокентия Макарова. Организаторы турнира, близкие друзья чемпиона, надеются вывести состязание на межрегиональный уровень и сделать его ежегодным событием. Турнир продлится 3 дня, на ринге сойдутся 98 участников. Помимо этого, для увековечивания памяти Макарова организаторы турнира разрабатывают и другие проекты. Из Сон-Сатали должны построить сквер имени Иннокентия Васильевича Макарова, назвать улицу, и в перспективе там социальные объекты должны строиться. Поэтому мы будем тесно работать с Сон-Саталом для увековечения его имени. Якутский спортсмен Богдан Прокопьев стал чемпионом Европы по пауэрлифтингу, завоевав 4 медали в разных дисциплинах. Соревнования прошли в литовском городе Каунас. Прокопьев взял 2 бронзы в тяге штанги и жиме лежа, также 2 золота в приседе с весами в общем зачете. Якутия-24 продолжает работу в прямом эфире. Передаю слово коллегам. Оставайтесь с нами.